Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам расскажу басню «Ворона и лисица», которую написал Иван Андреевич Крылов. Ой, сколько раз твердили миру, что есть вкусна, вредна, не только все не впрок. И в сердце, и в сердце всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. Дерево ворона, громоздясь, позавтракать было. Совсем уж собралась, а позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса, лисенка бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Рудовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с ворон глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так про ласказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский был должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что ежели, сестрица, при красоте такой и пей ты, мастерица, ведь ты у нас была царь-птицей. У вороны похвал кружилась голова, радость забот, дыхание перло. Привет, люди, лисицыны слова. Ворона каркнула во все воронье горло. Кар, 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 сыр выпал. С ним была трудовка такова. Ворона плачет. Кар, кар. Мораль басни «Ворона и лисица» проста. Поверила ворона зря уговоры лисы и каркнула. Пустила свой кусочек сыру, а хитрая, льстивая лиса его взяла и была такова. Вот и басни конец, а кто слушал, молодец.